Всем привет! Сегодня 3 ноября, на улице минус 2 градуса. Позавчера у нас выпал снег. Пока еще не растаял, потому что все время пока минус. Но вроде послезавтра уже будет плюсовая температура. Возможно, у нас опять все посереет. Чуть-чуть порадуемся. И опять будет каша. Так уже хорошо с этим снежком. Все беленькое, чистенькое, красивенькое. Вот и я поехала по полям. Может, в лес заеду, не знаю. Посмотрим, еще не решила, куда ехать. Пока едем. По обстоятельствам. Посмотрим, как у нас там в лесу дела, как у нас в полях дела, сколько народу гуляет. Там решим. Ох, рябинки сколько! Листиков нет, а плоды рябинки висят. Вон какие красные. Красота какая, а? Какая красота! Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия спасает. Въезжаем в поля. Вот тут вот с горки катаемся, пока еще все кустарники. Снегом потом плотно все прикроет, и все будут кататься. Ничего себе, не скажешь, что снег у нас падает еще только 3-й день. Ой. Так интересно. Начинают образовываться вот такие лужи. Необычно у нас по весне здесь идут. А тут вот решили еще и по осени. Потому что летом они пересыхают. Там воды нет. Как интересно. Ну что, народу много, гуляют. Там вон белочки бегали. Я уже не стала останавливаться. Дети там фотографируются их. Почему-то белочки, знаете, какого цвета? Не рыжего, а серого. Уже одежду поменяли. Быстренько. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет. Наивность белого листа
пустословие спасая. Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозрение сердце обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться самых высоких в мире скал. Луна и солнце будто бьются. Все-таки я решила ехать через лес. Еще он велосипедист на огромных колесах. От него столько шума, я думала, машина что ли едет сзади. А это всего лишь велосипедист. Хочу доехать до того домика, когда мы с Вовой ходили гулять на велосипедах тоже здесь. Там собачки были и строители. Сейчас, может быть, там уже все не построили. И посмотрим. О, еще тут скандинавская ходьба вон с палочками. Настя гуляет, гуляет. Ух, какой тут лес красивый. Деревья белые. Муравейник. Обалдеть. Чего такие тут белые-то? Я поняла, почему они тут белые. Там ручьи. И вот, видимо, испарение идет. Вот они и побелели. Еще плюс ветра нет внутри. Лес густой. Деревья высокие. Сказочная дорога. Один раз только успели этот желтый ковер заснять. Вот еще это. Так, вот это местечко, куда мы тогда с Вовой дошли. Лобное место я его называю. Все, наш будет следующий поворот. Вроде тихо. Пилы не шумят. Машин не видно. Еще гуляющие идут. Так, вон гуляющие. Кстати, домик отсюда вообще не заметен. Вот у нас тропинка. Сейчас мы по ней пройдемся. Ой, тут мягко идти. Так. По иголочкам. Сейчас велосипедист отсюда выехал. Вот. Видите, какие у него колеса. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Так. Велосипед оставляем. Так. Ну и что у нас тут? Лобное место. И сам домик. Слушайте, ну в прошлом году это все было. Что они тут делали? Что они тут делали? Вот этого стола не было.
Вот этот столик был. Может, заготовку вот этих дров делали? На розжиг? Не знаю. Вот мусор, да? Можно же... Или там что, щепки? А, там кора. Все поняла. Ну вот это можно было убрать. Это уже не знаю кто. А тут была у нас цветочная клумба. И отсюда такие веточки были. Ну, как-то так. Я думала, тут что-то еще глобальное построено. Нет. Слушай, думаю, может, что-то слышно? Тишина. О, флаг. Флаг. Что за флаг фиолетовый? Я даже не знаю, кого это. Что за флаг? Вообще не понимаю. Так, где он? Не вижу. А вот. Череп, мне кажется, там. Череп. Красная змея, что ли? Не знаю. Ну что, доехали мы до этой крайней точки. Все-таки я выбрала сюда. Посмотреть на эту постройку. Какие изменения, я так и не поняла, что они тут ребята делали. Может быть, для себя делали какой-то костер, что-то готовили. Возможно. Ну, потому что из нововведений я ничего не обнаружила. Вот, сейчас я буду возвращаться опять по этой же дорожке. Потом там спущусь вниз. Поеду вдоль Ухтушечки. Посмотрим, что она себе сейчас представляет. Потом через старый город заедем в парк культуры и отдыха, посмотрим уточки, что там с ними происходит. Ну, насколько я знаю, они всегда у нас остаются в Ухте пока Чебюшка льдом не покроется. Как она покрывается, они все уже улетают. Кстати, ой, года 2, наверное, назад как раз этот процесс видели. Там такие маленькие-маленькие кусочки оставались, и потом они все стали улетать с этих кусочков. Так вот. И они, знаете, как интересно улетают? Не то, что вот так вот взлетают и летят, взлетают и летят. Нет. Они именно набирают скорость именно какими-то группами. То есть одна группа взлетела, полетела, потом опять вторая группа, третья. И вот так это интересно. То есть у них, как они там командуют, как они на группы делятся. Вообще так интересно, конечно. Даже вот не представляю, как это. То есть как-то у них тоже это все организовано. О, какая тут. Вон мостик. Все, беру велосипед и едем дальше. Так красиво. Вообще мне так нравится. Вообще. Класс. Смотри, какая красота!
Посмотрите, какой у нас тиманский кряж седой. Просто удивительно. Я в шоке. Ой, какая красота. Это как это? Это я так увеличила. Моя тропинка. Все, я выехала теперь в поля. Решила я не через детский парк ехать, а через Квасильню. Зая. Можно как раз сюда и зайти. Раз, два, три, 4, 5. Вот таких 10 чанов. Опа, посерединке. В которых уже растут деревья. Вот квасили капусту. Кто любит такой фон, ходят фотографируются. Я такой не очень люблю. Вообще граффити не люблю. Какой-то гетто. Вот эта дорожка от Квасильни. Вот город. Вон там уже виднеется купола. Женщины сейчас пошли на родник. Знаю, что они с этой водой делают. Ну, которая минеральная. С запахом сероводорода. Люди ходят, набирают. И ворона летает. А что-то я не захотела ехать через детский парк, потому что вдоль реки очень холодно ехать. Прям руки мерзнут. А здесь вот повернула, и сразу тепло. Вот, не захотела морозиться. Надо какие-то рукавички, что ли, одевать. Такие вот флисовые перчатки. Маловато. Ну, насквозь продувает. Что это у нас тут за тропинка? Это тропинка, где у нас деревья смыкают верхушки. О, туннель из деревьев. Треугольничек такой.